Давай жми. На. Когда мне было 6 лет, я однажды увидел удивительную картинку. Я много раздумывал. И нарисовал свою первую картинку. Взрослые посоветовали мне не рисовать, а побольше интересоваться географией, арифметикой, правописанием. Вот что случилось, что с 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками, я утратил веру в себя.
Сами никогда ничего не понимают. А детям очень утомительно без конца все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбрать другую профессию. Я выучился на летчика. Итак, облетел я чуть ли весь свет, стал с первого взгляда отличать Китай от Аризоны. Сядь. 6 лет тому назад мне пришлось сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров. И я был вынужден все починить сам. Или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Первый вечер я уснул на песке посреди пустыни, где на 1000 миль вокруг не было никакого жилья. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете разбудила меня чей-то тоненький голосок. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Я вскочил и стал осматриваться. И вдруг увидел забавного маленького человечка. Но что ты тут делаешь? Он опять попросил тихо и очень серьезно. Сказал малышу, что не умею рисовать. Все равно нарисуй мне барашка. Я нарисовал. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал: нет, это уже совсем лишнее. Нарисуй мне другого. Я нарисовал. Мой новый друг мягко снисходительно улыбнулся. Нет, это не барашек. Это большой баран. У него рога. Тут я нарисовал по-другому. Но и от этого отказался. Ты же сам видишь, это старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго. Тут я потерял терпение. Ведь мне надо было поскорее разобрать мотор. Сказал малышу: вот тебе ящик, в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется. Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял. Вот это хорошо. Как ты думаешь, много ли этому барашку надо травы? А что? Ведь у меня дома всего очень мало. Ему хватит. Так я познакомился с маленьким принцем.
این چه چیز است؟ Это не штука, это самолет. چی؟ Мой самолет, он летает. تو از آسمان آمدی؟ Да. عجبا پس تو هم از آسمان میایی؟ اهل کدام سیاره ای؟ Стало быть, ты с другой планеты? Но он не ответил. با این نباید از جای خیلی دوری آمده باشی. Слушай, малыш, где твой дом? Откуда же ты прилетел? И куда хочешь ты унести моего барашка? خوب شد که به من این قوطی را دادی. برچه در آن شبها خواب میکند. Ну, конечно. Если будешь умницей, я дам тебе веревку. Будешь привязывать своего барашка. بستن؟ Да. برای چی؟ Ну, вдруг он забредет и потеряется. به کجا میرو؟ Мало ли куда, все прямо, куда глаза глядят. بگذار برود. خانه ما آنقدر خورد است که اگر راست رفتن گیرد هم دور رفتن نمیتواند. Маленький принц никогда мне ничего не объяснял. Может, он думает, что я такой же, как он? Но, к сожалению, я не мог увидеть барашка сквозь весь стенки ящика. Может быть, я похож на взрослых? Наверное, я старею. من غروب آفتاب را خیلی دوست دارم. بیا رویم. فرو رفتن آفتاب را تماشا کنیم. Ну, придется подождать. چرا باید صبر کنم؟ Ну, чтобы солнце зашло. خیال میکنم در اخترک خودم. میدانی یک روز 43 بار غروب آفتاب را تماشا کردم. اگر کس غمگین باشد تماشا کردن غروب لذت دارد. Значит, тогда, когда ты увидел 43 заката, тебе было очень грустно? Но маленький принц не ответил. برای کی بوته بخورد گل را هم میخورد. Да, он ест все, что попадет. حتی گل‌های را هم که خار دارند. Да и те, у которых есть шипы. پس خارها برای چی لازمند؟ Да шипы ни зачем не нужны. Цветы выпускают их просто от злости. باور نمیکنم. گل‌ها ضعیفند و ساده‌اند. آنها تلاش میکنند تا خارها ثبت کنند. فکر میکنند که اگر خار داشته باشند همه از آنها میخرند. یعنی تو فکر میکنی که گل‌ها... Да нет же! Еще я не думаю! Я тебе сказал первое, что пришло в голову. Ты не видишь, я занят серьезным делом. کار مهم. تو مثل کلان سالان حرف میزنی. Мне стало совестно, а он беспощадно прибавил. هیچ چیز را نمیفهمی. همه چی را با هم میزنی. من یک سیاره را میدانم که در آن یک شخص زندگی میکند. او هیچگاه گل را بوی نکشیده است. هیچگاه ستاره را تماشا نکرده است. هیچگاه کسی را دوست نداشته است و هیچگاه کار هم نکرده است جز جمع کردن عادتها. او هم مثل تو صبح تا شام کارش همین است که بگوید من آدمی مهمم. این را گفته خود را از غرور باز میگرد. لیک در اصل وی آدم نیست.
میلیون ها سال اینجوری گلها خار میبرن و میلیون ها سال این جانب از دو سر بره ها گلها را میخورن. مگر مهم نیست بفهمی که چرا گلها با تمام قوت تلاش میکنن تا خارها سبزانند، در صورتی که از خارها هیچ منفعتی نیست؟ نخواد این مسئله مهم نباشد. من یک گلی را میشناسم که در تمام دنیا یگانه گل است و آن تنها در سیاره من میره. اگر یک روز خوشه برچه گیر دوان گل را بخورد و حتی نفهمد که چه کار را به انجام رسانیده است، یعنی این هم هیچ اهمیتی ندارد. اگر کس گلی را دوست داشته باشد که میان میلیون ها ستاره ها فقط یک دانه چنین گلی هست، برای خوشبخت بودن همین کافی است که به آسمان نگاه کنی و بگویی گل من یک جای میان آن ستاره هاست. اگر بره گل را بخورد، این مثل آن است که تمام ستاره ها یک باره خاموش می شود و این هم به نظر تو هیچ اهمیت ندارد. Он больше не мог говорить. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц. Цветку, который ты любишь, ничего не грози. Я нарисую твоему барашку намордник. А цветку броню. Я... من اون وقت هیچ چیز رو نمیفهمیدم. باید از روی کردارش قضاوت میکردم، نه از روی کار گفتارش. او به من تراوت و به زندگی هم نور میبخشید. من اصلا نباید میرفتم. پشت نیرنگ ها باید نزاکت را احساس میکردم. گل من تمام اخترکم را معطر میکرد. من بلد نبودم که از آن چگونه لذت برم. من خامتر از آن بودم که راه دوست داشتنش را بدانم. На следующей планете, ближе всего к маленькому принцу, на первом астероиде жил король.
вот и подданный. Ну-ка, подойди поближе. Я хочу тебя рассмотреть. Не зевай. Этикет запрещает зевать в присутствии монарха. Я запрещаю тебе зевать. ببخشید راهی خیلی دوره طی کردم و هیچ هم نخوابیدم. Ну, тогда зевай. Долгие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Это мне даже любопытно. Итак, зевай. Приказываю, чтобы ты зевал. نیاز کشیدن که اختیاری نیست. دیگر نمیتوانم. Ну тогда, то зевай, то... Если я прикажу своему генералу обернуться морской чайкой, и если генерал не выполнит приказа, то это будет не его вина, а моя. اجازه میفرمایید بشینم. Повелеваю, сядь. اعلی حضرت میتوانم چیزی بپرسم؟ Повелеваю, спрашивай. اعلی حضرت شما به چی حکمرانی میکنید؟ Семь. به همه چی؟ Да. یعنی به همه اینها؟ Да. پس ستاره ها هم سر به فرمان شمایند؟ Но звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания. میخواهم غروب کردن آفتاب را تماشا کنم. در حقم لطف فرمایید. امر کنید تا خورشید غروب کند. Если я прикажу своему генералу обернуться бабочкой и порхать цветками цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, если генерал не выполнит приказа, то кто будет в этом виноват, он или я? Шумом совершенно верно. С каждого надо спрашивать, что он может дать. Власть прежде всего должен быть разумным. Если ты прикажешь своему народу бросаться в море, он устроит революцию. Власть прежде всего должен быть разумным. Я имею требовать послушания. Не слышно вас? Да не слышно вас? Да вас не слышно. غروب آفتاب من چی؟ Да будет тебе заход солнца. Сперва дождусь благоприятных условий. И тогда я прикажу, чтобы солнце зашло. Да. کی فراهم میرسد؟ فرصتی مناسب. Это будет сегодня 7 часов 40 минут. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое веление. افسوس که اینجا هرگاهی که بخواهید فرو رفتن آفتاب را دیدن نتوانید. من میروم. دیگر اینجا کاری ندارم. Останься. Я назначу тебя министром. وزیر چی؟ Министром юстиции. آخر اینجا کسی نیست که محاکمه شود. Ну, суди себя сам. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сможешь правильно судить себя, тогда ты поистине мудр. من هر جای دیگر هم میتوانم خودم را محاکمه کنم. برای این احتیاجی نیست که نزد شما بیایم. Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Ты мог бы судить его, время от времени проигрывая его к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но каждый раз придется его помиловать.
Ну, старая крыса у нас одна. Надо беречь его. من حکمی مرگ را خوش ندارم و عموما من باید برم. Не пора. اگر اعلیحضرت بخواهند که فرمانشان به گفتگو اجرا شود میتوانند نسبت بنده فرمان خیرتمندانه صادر نمایند. مثلا به بنده فرمان دهید که دقیقه هم از دست نداده براه برم. فکر میکنم برای این شرایط مساعد هم فراهم است. Я назначаю тебя послом. این کلان سالان چی مردمی عجیبند. На следующей планете жил ну кто может? Спасибо. تو چیکار میکنی؟ Пью, چرا مینوشی؟ чтоб забыть. چرا میخوای فراموش کنی؟ Хочу забыть, что мне совестно. از چی شرمت میآید؟ Совестно пить. Пью, 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 чтоб забыть. Чтоб забыть, чтоб забыть, чтоб забыть. Хочу забыть. Пью, 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 что мне совестно. Совестно, 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 совестно пить. تو چیکار میکنی؟ Je bois. چرا مینوشی؟ Pour oublier. چرا میخوای فراموش کنی؟ Pour oublier que je honte. از چی شرمت میآید؟ Honte de boire. Je bois pour oublier, pour oublier. Je bois pour oublier que je honte. Pour oublier, pour oublier, pour oublier.
Je vois pour oublier en devoir. Ты чкор мекуни? I am drinking. Чего минус? For that, I am ashamed. Чего мы хотим? Ashamed of drinking. А зачем мы делаем? در واقع این کلان سالان چی مردمی عجیبن. Следующая планета была очень занятная. На ней помещалась фонарь и фонарщик. سلام چرا رو خاموش کردی؟ Такой уговор. چگونه دستور؟ Гасить фонарь. پس چرا دوباره روشنش کردی؟ Такой уговор. نمیفهمم. И понять тут нечего. Уговор есть уговор. Тяжкое у меня ремесло. Раньше вот это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечерам его опять зажигал. У меня оставалось день, чтобы отдыхать, и ночь, чтобы выспаться. بعداً دستور عوض شد. И уговор не менялось. В том-то беда. Моя планета вращается все быстрее, а уговор остается прежним. خب اکنون چی؟ Да вот так. Моя планета делает полный оборот за 1 минуту. У меня не остается ни секунды, чтобы отдыхать. عجب. Ничего тут забавного. یعنی یک روزی تو همگی یک دقیقه طول میکشد. Говорю, ничего тут забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц. یک ماه؟ Да. 30 минут, 30 дней. گوش کن. من یک راهی رو میدانم که هرگاه دلت خواهد میتوانی استراحت کنی. Мне все время хочется отдыхать. آخر ممکن است که هم به صادق بمانی و همزمان تنبلی کنی. سیارت آنقدر خرد است که در 3 قدم آن را میتوانی یک دور بزنی. فقط باید با چنان سرعت راه بروی که همیشه در سمت آفتاب قرار مانی. پس هرگاهی که بخوای استراحت کنی شروع کن به راه رفتن. آنگاه روز برای چقدره که خواهی همان قدر طول خواهد کشید. Да мне все время хочется отдыхать. Я больше всего на свете люблю спать. پس حالت خیلی بد است. Плохо мое дело. آن آدمی که همه میتوانستند نفرت کنند. هرچی نباشد به نظر من کار او از کار آنها بی‌معنی تر نیست. شاید به خاطر آن که او با کار جز خودش مشغول است. او تنها نفری بود که من میتوانستم دوست بشوم. Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об этом чудесной планете еще по одной причине. Ведь на ней можно было любоваться закатом за 24 часа 1440 раз. Попав на землю, маленький принц, не увидев ни души, очень удивился. Он даже подумал, что по ошибке, может быть, залетел на другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. شب بخیر.
Добрый вечер. به کدام سیاره افتادم؟ На землю. В Африку. عجبا مگر در زمین آدمان نیستند؟ Это пустыня. В пустыне никто не живет. Но земля большая. میخواستم بفهمم که چرا ستاره ها شعله میافکنند. شاید به خاطر آن که دیر یا زود هر کس بتواند از آن خودش را پیدا کند. نگاه کن. نه اخترکم بالای سرمان، اما چقدر دور است. Красивая планета. Ну что ты будешь делать здесь? На Земле. با گولم قهر شدم. Ах, вот оно что. آدمان کجایند؟ در زمین احساس تنهایی میکنم. Среди людей тоже одиноко. چه جانوری عجیبه. باریک به اندازه یک انگشت. Но могущество у меня больше, чем палец короля. چگونه توانایی؟ حتی پای نداری. راه رفتن نتوانی. Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль. Всякого, кого я коснусь, я возвращаю на землю, из которой он вышел. Вот и чист. Явился сюда со звезды. Ты так слаб на этой земле жесткой, как гранит. Но когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я могу тебе помочь. Я могу... خوب فهمیدم. اما چرا تو همیشه با معما حرف میزنی؟ Я решаю все загадки. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видел гор, кроме своих 3 вулканов, которые были ему по колени. سلام! Салом, салом, салом! کی هستید شما؟ Шмо. با من دوست بشوید. من تک و تنهایم. Танхоям. چه سیاره عجیبه. خشک و تیز و شوری شور. و مردمش هم یک ذره قوه تخیل ندارند. هرچی بشنوند عیناً تکرار میکنند. در اخترک خودم گوله داشتم که همیشه اول وای حرف میزد. Здравствуй. Здравствуй. Кто ты? Я лис. Поиграй со мной. Мне так грустно. Не могу я с тобой играть. Я не приручен. Ах, извини. А как это приручить? Ты не здешний? А что ты тут ищешь? Людей ищу. А как это приручить? У людей есть ружья. Они ходят на охоту. Это очень неудобно. Еще они разводят кур. Этим они хороши. Ты ищешь кур? Нет, я ищу друзей. А как это приручить? Это давно забытое понятие. Это означает создать узы. Узы? Вот именно.
Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, как 100 тысяч других мальчиков. И я для тебя пока всего лишь лисица, как 100 тысяч других. Но ты мне не нужен, и я тоже тебе не нужен. Но когда ты мне приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты станешь для меня единственным на целом свете. И я стану для тебя одним на целом свете. Я начинаю понимать. Была одна роза. Наверное, она меня приручила. Очень возможно. На земле чего только не бывает. Это была не на земле. На другой планете? Да. А на той планете есть охотники? Нет. А куры? Нет. Нет в мире совершенства. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Ну как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Видишь, Му, в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Я тебе грустно. У тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница будет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру. Пожалуйста, приручи меня. Я бы рад. Но у меня мало времени. Мне нужно найти друзей и узнать разные вещи. Узнать можно те вещи, только которые приручишь. Если хочешь иметь друга, приручи меня. А что для этого надо делать? Надо сперва запастись терпением. Сядь, ну там. Только молчи. Слова только мешают понимать друг друга.
Маленький принц приручили лиса. И настал час прощания. Я буду плакать о тебе. Ты сам виноват. Ведь я не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. Да, конечно. Но ты будешь плакать. Да, конечно. Значит, от этого тебе плохо. Нет, мне хорошо. Вспомни то, что говорили я про золотые колосья. Пойди взгляни на розы, и ты поймешь, как дорога тебе твоя роза. Но когда вернешься, я открою тебе секрет. Она будет, а я тебе подарок. Маленький принц пошел взглянуть на розы. Можно вашу руку? Вот так. Пожалуйста, держите вот так. И покажи всем. Можешь встать. Мама. Добро пожаловать. Ну-ка. Добро пожаловать. Добро пожаловать. شما سری سوزن بر این هم به گل من مانند نیستید. شما هنوز هیچ چیز نیستید. نه کسی شما را به خود رام کرده است و نه شما کسی را به خود رام کرده. شما همان گونه هستید که روباه من بود. روباه بود مثل 100,000 روباه دیگر. او را دوست خود نمودم و اکنون او در دنیا برایم یگانه است. شما زیبایید اما خالی هستید. برایتان مردن نمی ارزد. البته راهگذر گلی مرا نیز دیده میگوید که او هم مثل شماست. اما یک خودی او برای من برتر از همه شماست. زیرا محض او را من آب دادم، نه شما را. زیرا محض او را
زیری حباب شیشگی گذاشتم نشمارا محض اطراف او را دیوار گرفتم تا از شمال حمایت کنم وقتی گیله گذاری کردن و خودنمایی نمودنش و حتی وقتی بغض کردن و هیچ چیز نگفتنش من بودم که نزدش نشستم زیرا او گولی من است Маленький принц возвратился к Крислу. Вот мой секрет. Прощай. Прощай. Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко лишь одно сердце. Самого главного глазами не увидишь. Самого главного глазами не увидишь. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу. Потому что я отдавал ей всю душу. Люди забыли эту истину, но ты не забывай. Ты в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу. خب ممکن است برای دل من هم خوب باشد Я не понял, что он говорил, но промолчал. ستاره ها زیبایند ستاره ها زیبایند چون آنجا گلی هست هرچند نمی نماید ستاره ها زیبایند چون آنجا گلی هست هرچند نمی نماید بیابان هم زیباست میدانی چرا بیابان زیباست؟ زیرا در کیم کجای آن چشمه نهان است. Вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий из песков. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом-престаром доме. Рассказывали, будто в сердце своем он хранил клад. Конечно, клад-то никто не нашел, но из-за этого дом был словно заколдован. Да, будь то дом, пустыня, звезды. Самого главного глазами не видишь. من بسیار شادم که تو با دوستم روباه هم فکر هستی. Потом мы пошли. И на рассвете дошли до колодца. Этот колодец был, это такой обычный колодец, который были в Сахаре. Обычно здесь колодцы, просто ямы в пустыне.
А этот был самый настоящий деревенский колодец. Как странно. Тут все приготовлено. И ворот, ведро, веревка. Эй! Эй, эй, эй! Эй! Эй, эй, эй! Не надо. Я сам зачерпну воду, теперь это не под силу. من میخوام از این آب بنوشم. Вдруг я понял, что он искал. Вода эта была непростая. Она родилась из-под долгих путей под звездами. Она была как подарок сердцу. بشنوید ما آب رو بیدار کردیم. مردم سیاره تو 5000 گل را در یک گلستان میکارند و پیدا نمیکنند آن یکی را که از پیش میگردند. Не находят. شاید آنچه را که از پیش میگردند در یک دانه گل در یک قطره آب پیدا گردد. Да, конечно. اما چشم سر کور است. با چشم دل باید جست. میدونی فردا 1 سال پوره می شود که به زمین آمدم. به همین نزدیکی ها افتاده بودم. Значит, тогда, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один? Ты возвращался к тому месту, когда тогда упал? Мне страшно. تو اکنون باید بروی. از پی کارت شوی. برو نزد ماشینت. من در همین جا منتظرت می شوم. شام فردا برگرد. Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил о Лисе. Ведь, когда даешь себе приручить,
приходится и плакать. اگر خبر می داشتم جورا جان دلم تنگ آمدن شیشه دلم یاری جان زیر سنگ آمدن اوه جورا جان دلم تنگ آمدن شیشه На другой день, покончив с работой, я вернулся туда. از آن که کم و کاست ماشینت را درست کردی خوشحالم. اکنون میتوانی برگردی خانه‌ات. Куда ты знаешь? من هم امشب به خانه خود برمیگردم. راهی من خیلی دورتر و خیلی سخت‌تر. Малыш, я еще хочу послушать, как ты смеешься. امشب یک سالی پوره می شود. اخترکم به نقطه می رسد که پارسال از آنجا افتاده بودم. И все это просто дурной сон, правда? چیزی که مهم است با چشم سر دیدن نتوانی. Я крепко обнимал его, а он ускользал, проваливался в бездну. Все было как-то странно. شبانه به آسمان نگاه میکنی. اخترکم آنقدر خرد است که نمیتوانم آن را به تو نشان دهم. همین خیلی بهتر. او میشود برایت یکی از ستاره ها. آن وقت تو تماشای همه ستاره ها را دوست خواهی داشت. پس آنگاه من به تو هدیه خواهم داد. Малыш, я еще хочу послушать, как ты смеешься. هدیه من هم همین خواهد بود برایت. این مثل قطره آب خواهد بود. Как так? شبانه به آسمان نگاه بکنید. همه ستاره برای آدمان ستاره ها گنگ و خاموشند، اما تو ستاره های خاص خواهی داشت. شبانه به آسمان نگاه بکنید. آنجا ستاره خواهی دید که من در آن زندگی میکنم. من در آن میخندم و تو میشنوی که همه ستاره ها میخندند. تو ستاره های خواهی داشت که میتوانند بخندند. آنگاه میخواهد دلت با من بخندی. Как так? این مثل آن که به جای ستاره ها به تو یک شده زنگوله های خندان را هدیه کرده باشم. Как так? میدونی بهترش امشب نیاد. به نظرت چنین می نماید که من درد می کشم. حتی چنین می نماید که من می میرم. Я тебя не оставлю. نیا تا که نبینی. Я тебя не оставлю. من بیشتر از مار در تشویشم. مارها خیلی خبیثند. کسی را گزیدن برایشان لذت دارد. مباد که مارها تو را هم گزند. В эту ночь هرچند برای
دوباره گزیدن زهر نمیماند. В эту ночь он ушел незаметно. Когда наконец-то я его нагнал, он стоял на краю стены. زهرت خوب است. مطمئن هستی که دردش طولانی نخواهد بود. اکنون بیرم. میخوام خود را پایان پردایم. Чего это тебе вздумалось, малыш? Чего ради ты заводишь разговоры со змеями? میدونی چقدر گواراست. من هم به ستاره ها نگاه میکنم و ستاره ها عین آن چاه کهنه رسماندار خواهند بود. همه ستاره ها آب میدهند تا که بنوشند. تصور میکنی تو صاحب 500 میلیون زنگوله میشوی، من صاحب 500 میلیون فواره. جز با دل هیچ چیز را دیدن نشود. نهاد گوهر را چشم سر نبیند. عمر گل من همان است که برایش صرف کردم. تا زنده‌ام نسبت به گلی که عهدی کردم مسئولم. من مسئولی گلم هستم. Прошло уже 6 лет. Я никому об этом не рассказывал. Странно было и грустно. Но я знаю, он возвратился к своей планете. А по ночам я люблю слышать звезды, как 500 миллионов бубенцов.
Это, по-моему, самое печальное и самое красивое место на свете. Спасибо большое. Спасибо всем, кто присутствовал. И сейчас мы можем задать вопросы или какие-то уточнения. Если у кого есть вопросы, поднимайте руку. Если пока вопросов нет, окей. Спасибо большое. И я просто не вопрос хотел это поделиться. Я почему-то вспомнил в какой-то момент из своего детства. Мне было где-то, я не знаю, там, 5 или 6. Как-то странный эпизод. Там в огороде что-то мы со старшим братом что-то, играли, не знаю, что-то делали. И, короче, как-то вот что-то там... Он, короче, кидал ножик. А я был как типа мишень или что, непонятно. Я просто запомнил, что... Я помню, где-то вот случайно чуть-чуть здесь то ли задел, что ли. И я запомнил почему-то свое тело, и какая-то футболка была такая странная. И все, но у меня эти воспоминания, они какие-то теплые. Хотя вроде кидались ножиками, что-то такое. И я, честно, не знаю, почему это вспомнил, но как-то вот... Мне кажется, может быть... Что-то такое вот, когда, есть слишком умные слова, когда у искусства есть такое свойство, да, которое, может быть, сложно до конца объяснить. Спасибо. Спасибо, Мигель. Вы хотите что-то на это комментировать? Если нет, может, возможно, у кого-то еще есть вопрос? Давайте. Здравствуйте. Большое спасибо за представление. А у меня вопрос, почему маленький принц разговаривал на таджикском, а с Лисом разговаривал на русском? Просто мне очень трудно говорить на русском. То есть, да, прошу прощения, если... Что? Был такой задумка, типа, маленький принц с другого мира и непонятный язык для большинства. Вот, типа так. Ну а почему с Лисом тогда на русском разговаривали? Когда они типа подружатся, они его язык он учит. Спасибо большое. Приручаю. Вот. И я тоже влияю. Ну да. Так бывает. И изначально задумаешься по-другому. Ну, конечно, этот вопрос, если бы отвечал режиссер, наверное, он по-другому отвечал, конечно. Так, больше пока не видно вопросов, но вы можете подумать, и я задам вопрос. У тебя есть? Извини. Я просто насчет языка, мне кажется, интересный момент был. Мне как раз таки показалось, что русский язык очень как-то плохо, я лично плохо воспринимал его. Мне очень понравился таджикский. Я вообще подумал, было бы круто, если бы все на таджикском было, но каким-то образом мы все это понимали. Мне просто это потому что вообще русский язык, типа мы же к нему привыкли, но на самом деле он здесь звучал, честно говоря, очень
как-то не в кассу, по ощущениям мне было. Второй герой, он тоже не русский. Не, честно. Просто мы как задумали, что он сам автор. Автор, конечно же, Экзюпери. Он тоже русского не знает, к сожалению. И вот плохо разговаривает. И актер тоже. Для него русский язык один из вариантов, да? Это, скорее всего, потому что здесь Экзюпери играет двое мигранты. Да, двое мигранта, это не важно, таджик, это узбек или кыргыз, не важно, наверное, они вообще один таджик или узбек. Вообще мигранты играют, поэтому мы позволили себе говорить с таким грубым акцентом. Это самый был лучший мультик на свете. Так, пока я вроде не вижу. Я, как организаторка, одна из организаторов всего этого, хотела задать вопрос, который связан с... Поскольку в рамках вот нашей выставки лаборатории мы хотели немножко познакомиться с тем, что происходит в том числе у наших соседей, да, потому что и в том числе хотелось познакомить жителей Бишкека, насколько это возможно. У меня вопрос, почему, вот, во-первых, как давно существует эта постановка, и, во-вторых, почему и в какой момент Канибадамский театр решил сделать эту постановку? То есть, что стало для вас главным основанием, вот, да, и, возможно, это вопрос к режиссеру, но, говорят, вы руководитель, в том числе, театра, можете, пожалуйста, пояснить? Спектакль очень молодой, если честно. Это, не думайте, что это от неуважения, просто мы его играем второй раз перед зрителем. Мы репетировали, конечно, такого со зрителем. Это первый раз мы премьеру сделали, и второй раз вот. С графиком у нас там времени не было, чтобы и у меня был с ногой проблемы, да, он вывихнулся так. И вот мы его в прошлом году подумали вот это поставить с режиссером. Он наш друг, его Джамшид Валиев зовут, художник. И хотели вот на двоих вот это поставить. Вот долго думали, времени не было. Вот недавно, вот в августе, мы решили, вот найдем время и порепетируем. И там после этого в конце, вот где-то 15 дней мы порепетировали, опять мы пошли на лабораторию. Вот мы хотели вот это поставить, нашли время, да, по чуть-чуть, вот несколько месяцев репетировали. Вот. Но в этом году она была. Ну просто нам было симпатично вот это произведение, вот, и захотелось. Так. Спасибо. Просто нас еще интересует, да, вот что и в какой момент становится, ну то есть я понимаю, что как бы назревает, да, что это в какой-то момент, и тебе хочется это озвучить, да, и вот, возможно, в вашем театре вы вдруг, то есть как бы, возможно, это какие-то вещи, которые витают в воздухе, вы их схватили, то есть если вот попробовать для нас, как для людей, вообще не знающих, не понимающих, что происходит в Канибадаме, мало знающих об этом городе. Смотрите, это исходит от безразличия людей друг к другу, да? Теряется вот эта, которая невидимая нить, не знаю, ну, в обществе, да? И вот мы хотели вот это пояснить, как мы ответственны друг на другу. Вот это мы думали об этом, да. Это больная тема, конечно, каждого творческого человека, когда существуешь, когда ты ходишь, когда нету никакой теплоты от общества,
Не знаю, говорят, что раньше было по-другому. Ты когда ходил в обществе, там был какой-то там нить, там эмоции, которых позитивные. Вот это все теряется, и люди стали безразличными друг к другу. Да. А так, если хотите, коротко про театр. Скажу. Да, я вот как раз в связи с вашим этим ответом Да. хотела, Всё. чтобы вы немножко рассказали про существование вашего театра. Смотрите, наш театр официально числится как государственным музыкально-драматическим театром, начиная с 1932 года, а перед этим, в 20-е годы, была как площадкой, да, наш город находится в приграничном таком город, с одной стороны Узбекистан, с другой стороны Киргизия. И она существовала как площадка. Приходили там из Узбекистана творческие коллективы, этот концерт, там всякие сценки. Если знаете, такой Хамза Кимзадаев, писатель узбекский, тоже приходил, ставил сценки свои. И вот в период 20-е годы там возникло такой небольшой творческий коллектив. Это первый театральный негосударственный творческий коллектив, да, который родился в Канибадаме. Вот эти люди, которые приходили, они заразили местные творческие люди, и вот они собрались и хотели сделать театр. И милиционерам, которые охраняли их от басмачей, в то время, помните, басмачи ходили, там было опасно, милиционера звали Камилом Ерматовым. Он артист Советского Союза, кинорежиссер, основатель Узбекфильма. Вот он собрал народ после вот, своего службы, да, вечерами они собрались, говорили, давайте, вот мы тоже сделаем, представляете, милиционер говорит, давайте мы сделаем театр, сценки будем ставить. И вот так они работали, делали. Вот в 1932 году, как государственный театр, он начал свою работу. А вот сейчас у нас несколько переломных моментов было в связи с кадрами. Да? Были такие моменты, что народ вырос, взрослые актеры, и начинались уходить. Такой. И этот период тоже где-то в 2001 году был, и мы, несколько человек, у нас где-то 7 было, мы начали заниматься театром, мы там тогда маленькими были. Вот. Потом мы там учились при студии, потом пошли в институт. Я про нашу историю говорю, как мы заразились искусством. Потом, вот в 2009 году закончили, пришли, начали плотно заниматься. И вот где-то начиная 2015 года начали вот серьезно вот экспериментами начали делать спектакли, да. У нас 3 направления. Вот, мы ставим экспериментальные спектакли, социальные и детские. Детские спектакли – это для того, чтобы кормить театр, чтобы его содержать. Мы единственный театр, который в Таджикистане на хозрасчете, да? А так официально называется государственным, а мы на хозрасчете. Что значит хозрасчет? Это называется государство, если хочет, вам дает какую-то там дотацию, очень маленькую, а на все остальное вы должны сами зарабатывать. Это в лучшем случае вот, дает. Хорошо, что нам чуть-чуть выдает, но где-то 40% из зарплаты, а 60% из зарплаты мы сами зарабатываем вот детскими постановками. И на постановки, на гастроли, на все содержание здания, коммунальные услуги, все это мы сами зарабатываем, делаем. Спасибо. Еще в связи с этим вопросом, вот, насколько государство в вашем случае имеет какое-то, может быть, влияние или значение относительно контента, да? Насколько вы делаете то, что вы всегда хотите делать, или насколько вам приходится, может, себя иногда цензурировать? Такое вообще есть? Нет, к счастью, не знаю, почему мы хорошо воспитанные, да, ну, мягко сказано, но мы ставим, да, выбираем пьесы, мы сами делаем.
У нас никогда такого не было, чтобы был этот какой-то там с контекстом или с цензурой. Такого нету. Мы все спектакли свои, из-за того, что мы в провинции, обязательно делаем премьеру в Душанбе, в столице. Вот этот спектакль тоже мы играли в Душанбе 17 ноября. И вот здесь видят, смотрят. Ну, у нас Министерство культуры наблюдает за этим. Ну, пока все хорошо. Хорошо. Спасибо большое. И можете пояснить, Канибадам, примерно сколько жителей живет в вашем городе? Канибадам – это северный город Таджикистана, она находится в Сагдийской области. Официальная численность населения 210 тысяч человек, но, к сожалению, большинство миграции, наверное, где-то половина. Вот. Спасибо большое. Если есть вдруг еще какие-то вопросы, комментарии из зала, мы готовы их услышать. Если нет, то спасибо всем. И, возможно, вы что-то хотите добавить? Можно поблагодарить? Да. Спасибо за то, что пришли, выделили время. Мы очень рады. Спасибо, что терпели нас, да, все это время. Вам всего хорошего. Спасибо. В следующие 3 дня, если кто хочет записаться на воркшопы, они у нас еще открыты. На воркшоп по движению и импровизации открыт. А субботу и воскресенье все действия будут проходить у нас в лаборатории. Будем знакомиться и вовлекаться, понимать то, что происходит в современных культурных, актуальных линиях работы художников, художниц. Приходите. Будем рады. Программки у вас есть.